Бюджет – это основной финансовый документ страны, отражающий социально-экономические ориентиры развития. И состоит он из доходной и расходной частей. И, конечно же, бюджет Абхазии зависит как от экономических показателей, так и от исполнения инвестпрограммы. Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал о показателях социально-экономического развития республики. На долю торговли все еще приходится большая часть выпуска. Это 57%. На втором месте у нас 11% это показатели по промышленности. Здесь совокупный объем составил 5,4 миллиарда рублей. Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что этот показатель, конечно, для нас имеет большое значение. И если сравнивать, допустим, показатели промышленного производства с 2014 годом, то доля промышленности в 2014 году была всего 7,3%. И в совокупных цифрах это было 2,8 миллиарда рублей. То есть рост за этот период составил практически в 2 раза. За счет чего это происходит? За счет того, что у нас интенсивно увеличивается экспорт, экспортоориентированное производство. Это винодельческое производство в первую очередь, рыбопереработка, предприятия расширяются, предприятия увеличивают объемы производства. И подключаются новые уж небольшие производства, которые реализуются по тем или иным программам или за счет частных инвестиций. Бюджет исполнен на 97%, подчеркнул вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков в своем выступлении. Вся доходная часть бюджета состоит из собственных доходов, помощи из Российской Федерации на текущее финансирование и на бюджетные инвестиции. По словам Серикова, внешнеэкономическая деятельность выступает главным источником доходов. Таможенные сборы и пошлины, как экспорт, так и импорт, составляют 28% от всех собственных доходов. Глава Минфина также обратил внимание и на расходную часть бюджета, и на что она направлена. Российская помощь состоит из 2 частей. Это текущее финансирование государства и бюджетные инвестиции. Вот если убрать бюджетные инвестиции, которые идут только на стройку и не идут на финансирование наших текущих расходов государства, то в 2016 году мы впервые перешли порог 50%, и мы на 50,1% свою текущую деятельность начали финансировать самостоятельно. В 2017 году при планировании бюджета этот показатель продолжает расти, и главным образом это происходит за счет роста собственных доходов бюджета. Динамика роста собственной доходной части бюджета должна наращиваться, отметил в своей речи президент. Рауль Хаджимба убежден, что для этого действующая система налогообложения должна претерпеть серьезные изменения. Необходимо интенсифицировать начатый процесс реформирования бюджетного устройства и процесса. Несмотря на все трудности, социально значимые обязательства государством были выполнены, отметил президент. В ближайшее время все усилия должны быть направлены на развитие деловой активности, создание условий для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса. В то же время Рауль Хаджимба обратил внимание и на слабую работу в вопросах администрирования налогов. Наши бюджетные возможности следует улучшать не путем повышения налогов, а их полным взиманием и недопущением использования коррупционных схем, а также путем повышения эффективности бюджетных расходов. К сожалению, пока в этом направлении мы можем мало о чем сказать. В этой части, я еще раз говорю, мы далеки от совершенства. Хотя уже существующая система казначейства позволяет осуществлять контроль за использованием финансовых средств. По многим видам налогов мы не добираем значительных сумм, что в общей цифре составляет порядка 243 миллионов рублей. Правительство должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятию мер по ликвидации таких задолженностей. Глава государства считает, что в целом по исполнению бюджета сделано немало, но для его увеличения нужно использовать все возможности республики. Члены правительства единогласно утвердили бюджет за 2016 год. Далее этот финансовый документ будет представлен парламенту. В повестке дня заседания значились и вопросы исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов за прошлый год. О работе отчитались Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
репатриации, а также дорожный и пенсионный фонды. Также была утверждена ведомственная целевая программа инвестиций в человеческий капитал 2017, начинающие предприниматели и государственные служащие в сфере экономики, и ведомственная среднесрочная целевая программа поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. Решением правительства Зураб Барцис назначен главным судебным исполнителем Республики Абхазия. Сима Аргун, Алексей Агухова, Беслан Джанджоlia, Абхазское телевидение.